Здравствуйте, вы смотрите «Итоги недели» с Тандилой Цуровой. Итак, главные темы выпуска. Аварийное жилье, заявление Жириновского, столкновение футбольных болельщиков. Юнусбек Евкуров ответил на вопросы граждан в прямом эфире. Самые яркие цитаты диалога с народом. Поздравления в космосе и на земле. Малгобеку 80 лет. Как отметили юбилей города воинской славы. Умыкание невесты будет бить по карману. Конференция духовенства и власти прошла в Ингушетии. Их работа и опасна, и трудна. Сотрудники внутренних дел готовятся отметить профессиональный праздник. Главное событие недели – диалог с народом Юнусбека Евкурова. В течение 3 часов в прямом эфире национального телевидения Евкуров отвечал на десятки вопросов по самым резонансно-общественно-политическим темам. Звонки, СМС-сообщения, письма в интернет-портал, гости в студии. Всего за время подготовки и проведения диалога с народом поступило более 1500 обращений. Подробности у Магомеда Измайлова. Программа «Диалог с народом» проходила в прямом эфире и продолжалась 3 часа. За это время Юнусбек Евкуров ответил на десятки вопросов. Все они так или иначе касались развития региона, системы здравоохранения, образования, строительства, культуры, спорта и молодежной политики. Одним из первых прозвучал вопрос о предоставлении нового жилья жителям оползневой зоны. К концу этого года, как мы говорим, буквально на днях, мы переселим большую часть жителей, полностью 100% в Малгобек. И часть Вознесеновки, Малгобекского района. А к концу 2014 года, по нашим планам, полностью переселить 100% оползневой зоны, решить проблему оползневой зоны. Еще один вопрос касался жилья для молодых семей. А точнее, почему было принято решение отменить выдачу субсидий и строить вместо этого многоквартирные дома? Почему строим дома? Потому что, мы должны на эти деньги представлять жилье, квадратуру. Мы понимали, что 90%, я не говорю, там часть людей, которые реально эту помощь получали, реально эту помощь реализовывали и приобретали жилье, покупали, там, расширяли, улучшали, это есть. Остальные 90% это просто была афера. Спрашивали Евкурова и о недавних скандальных заявлениях лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Здесь вопрос не о том, как сказал Жириновский. Здесь вопрос надо ставить глубже. Сколько процентов населения страны думает так же, как Жириновский? Это раз, а их огромный процент. Больший процент. И для нас, для кавказцев в том числе, не обижаться на Жириновского, что это даже, у меня даже мысли нет обижаться на Жириновского по этому вопросу. Я не хочу даже его обсуждать и с ним дискутировать. Вопрос мы должны глубже ставить. Сколько процентов населения страны думает так? И второй вопрос, главный для нас, для кавказцев. Почему думают так? Здесь ничего нет стыдного нам в самом месте поработать над ошибками. И этот процент населения перетащить на свою сторону. Также был задан вопрос о том, как глава относится к пожизненному приговору одному из лидеров банподполья Али Тазиеву. Во-первых, я более чем положительно отношусь. И я вам скажу больше. Это мое, как верующий человек, я сейчас скажу, как верующий человек, это мое твердое убеждение, что ему Всевышний так определил. Я не знаю, где он будет в вечном мире, ад или рай, это Всевышний определяет, нам неведомо это. Но в этом мире Всевышний ему определил ад за те его злодеяния, которые он по отношению, в том числе к жителям республики, не к жителям, неважно. Высказался Евкуров и по поводу недавних столкновений болельщиков Ангушта и Владикавказской Алании. Меня прискорбно то, что и обидно то, что я не говорю, там многие опять могут это неправильно понять, что многие наши молодые ребята воспринимают жителей Осетии или в целом осетин врагами. Это неправильно. Если так будем делать, и такая же картина на той стороне. Я не беру только на нас. Такая же картина на той стороне. И старшим надо более мудрее в этих вопросах быть. И когда болельщики начинают здесь, в республике, делать такие мелкие, дешевые вещи, это унижает весь народ. Это унижает республику.
Спрашивали главу Ингушетии и о том, будет ли решаться проблема водоснабжения Малгобека и близлежащих населенных пунктов. Деньги платят. Почему воды нет? Да, мы понимаем, что изношенность сетей. Мы начали там замену уже некоторых труб, некоторых улиц, но денег не хватает. Просто нет нам, чтобы заменить все трубы, все канализации, надо там несколько миллиардов рублей, что нереально в нашем там скудном бюджете. Но тем не менее на отдельных направлениях мы работаем. Я сейчас поставил задачу именно по многоэтажкам Малгобека, не только Малгобека, всех, с учетом Малгобека всех муниципальных образований. И председатель правительства делает на контроле, я в ближайшее время заслушаю. Туда комиссия, я думаю, что уже выехала. Если не выехала, выйдет, все разберется. Изучим, почему в многоэтажках нет воды. В общей сложности главе республики поступило порядка 1500 вопросов. В прямом эфире Юнусбек Евкуров успел ответить на 43. Чаще всего спрашивали о социальной, политической жизни республики, обеспечении жильем и строительстве. Те вопросы, которые не прозвучали в эфире, будут переданы рабочей группе правительства. Там их изучат и дадут ответ. Каждый человек, обратившийся к главе республики, получит свой ответ в установленном законодательством порядке. Каким образом? Когда мы уже повторно связываемся с людьми, мы записываем фамилию, имя, отчество, как положено, контактную информацию, вплоть до домашнего адреса, куда мы уже будем направлять письменные ответы. Эта работа у нас налажена, так как отдел функционирует давно, соответственно, вопросы мы собираем, вопросы главе возникают постоянно, не только в рамках диалога с народом. Поэтому работа эта уже удачно поставлена на рельсы, также мы ее будем продолжать. Диалог с народом стал уже традиционным способом общения главы Ингушетии с жителями республики. В этом году он проходит уже второй раз. И судя по количеству задаваемых вопросов, жителям республики интересен такой формат общения. Магомед Измайлов. Итоги недели. Мы поинтересовались у жителей республики, что они думают о программе «Диалог с народом». Не всегда удается связаться с президентом. Через эту программу можно было задать любой вопрос, на который президент ответит. Он дал многим и возможность высказать свою идею, высказать свою проблему, и многим пообещал исправить данные, если были как таковые ошибки, исправить эти ошибки и дать им определенную надежду на то, чтобы в дальнейшем у них все будет намного лучше, и хотя они и не жалуются особо на сегодняшний день. Эта программа для нас очень значима, поскольку там очень трудно поговорить с Евкуровым. Но один на один с ним очень легко, поэтому у людей очень много вопросов к нему было. Мне очень нравится, что такая передача есть у нас, и что появилась такая возможность, что можно задавать нашему президенту, нашей главе такие вопросы, которые нас интересуют. И к другим темам. На уходящей неделе Малгобек отметил 80-летие. Праздник пришелся на 4 ноября. В этот же день, ровно 6 лет назад, Малгобеку присвоили звание «Город воинской славы». О поздравлениях на земле и в космосе Светлана Томова. Малгобек, который носит гордое название «Город воинской славы», празднует свое 80-летие. Глава республики Юнусбек Евкуров перенес дату празднования на 4 ноября. И не зря. Россия отмечает День народного единства. И на этом празднике собрались гости из соседних республик, чтобы отметить вместе с жителями нашей республики этот двойной праздник. Юнусбек Евкуров в своем вступительном выступлении поприветствовал гостей и жителей республики. Говорил он и о Дне единства народов, о том, как эти оба праздника значимы для всех нас. В первую очередь, конечно, это с Днем города, 80-летием образованием города Малгобек. И общий праздник, всенародный праздник, праздник государства нашего, День народного единства. Мы именно к этому дню подводили юбилейные торжества города Малгобек и решили здесь этот праздник отметить.
Глава республики вручил денежные средства долгожителям Малгобека, новой семейной паре и детям, которые родились 4 ноября. Также Юнузбек Евкуров вручил сертификаты на новые квартиры вынужденным переселенцам из Чеченской республики и местным жителям, которых переселили из старого разрушенного многоквартирного дома. Гости не скрывали своей радости, говорили о том, что все организовано на высоком уровне, есть на что посмотреть и даже что-то перенять для себя. Еще раз хотел пожелать жителей города Малгобек, Малгобекского района и всю республику Ингушетии с этими замечательными двумя праздниками. Всем удачи, счастья, и чтобы всегда над вами, над нашей этой прекрасной республикой Ингушетия, и да не только на всем Северном Кавказе, царила вот такая прекрасная атмосфера, голубое небо, солнце. И как говорил наш балкарский поэт Кайсин Шуваевич Кулиев, мир и радость вам живущие. Также прошло открытие бюста Алексею Бересту, советскому офицеру, участнику Великой Отечественной войны, который в мае 1945 года водрузил знамя победы над куполом Рейхстага. Нам этот бюст подарил руководитель проекта «Аллеи российской славы» Михаил Сердюков. Алексей Берест, как осиновый кол, вбил своим флагом фашистскую Германию, водрузив флаг над Рейхстагом. Сегодня откроем Береста у вас благодаря администрации вашего города. Хизыр Гулуев, ветеран Великой Отечественной войны, приехал из соседней Северной Осетии. В годы войны он защищал Кавказ. Говорил о том, что не мог пропустить этот праздник. Такие времена, 42 году, октябрь, что я здесь вижу, своими глазами, это уже прошло. Этого дай Бог, чтобы никогда больше. Одним из основных событий было открытие новой аллеи в честь Гейдара Алиева. По словам главы республики, этот человек был великим другом и оставил о себе доброе имя. На открытие аллеи приехала делегация из Азербайджана. Спасибо вам за оказанную честь участвовать в открытии аллеи имени Гейдара Алиева. Гостей было много. Для них и жители Ингушетии устроили большой праздник, куда были приглашены артисты из соседних республик. Была организована ярмарка, где каждая школа и садик показали работы своих учеников и воспитанников. Горожане говорили о том, что это мероприятие они ждали давно и отдохнули вместе с семьями на отлично. К празднику жители Ингушетии получили необычное поздравление. Оно пришло из космоса, а точнее от участников 37-й экспедиции на МКС. Уважаемый Юнузбек Баматгиреевич, дорогие ветераны Великой Отечественной войны, уважаемые горожане, Малгобек – город-труженик, город-патриот, город-интернационалист. Его жители свято чтят память о воинах, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, защищая наше будущее. Присвоение Малгобеку почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» стало ярким подтверждением мужества ингушского народа в борьбе за свободу, счастье, идеалы добра и правды. Малгобеку исполняется 80 лет. В этот праздничный день хочется пожелать вашему городу развития и процветания, а всем жителям благополучия, солнечных и безоблачных дней. Пусть у вас будет больше поводов гордиться своим городом, его историей, славными традициями, современными достижениями. Пусть в ваших семьях всегда царят мир, тепло и достаток. С праздником! Командир 37-й экспедиции на Международную космическую станцию Федор Юрчихин, борт-инженеры Олег Котов и Сергей Рязанский. Светлана Томова, Ахмед Беков. Итоги недели. В день Малгобека мы общались с руководителем проекта «Аллеи славы России» Михаилом Сердюковым. Он был гостем в нашей студии. Бюст Алексея Береста. Как родилась эта идея? Расскажите об этом. Вы знаете, недавно город Малгобек праздновал 80 лет городу воинской славы, города Малгобек. Алексей Берест, он как символ нашей победы, он водрузил флаг вместе с Егоровым и Кантария над Рейхстагом. Он, я считаю, он как осиновый кол, древком этого знамени вбил в сердце Германии. Это наша общая победа.
Далее Алексей Берест принудил к капитуляции гарнизон Рейхстага. И в мирное время он прожил достойную жизнь, и в Ростове-на-Дону, и в мирное время он спас из-под колес поезда девочку, геройски погиб. Я благодарен главе вашей республики Юнусбеку Баматгиревичу за то, что он такие теплые слова сказал при открытии памятника. Он герой России. И вы знаете, он открывал памятник также, в общем-то, герою России, который прославил наше Отечество. Были сказаны добрые слова, теплые слова. Ирина Алексеевна Берест подписала книгу для вашей главы вашей республики с теплыми словами, потому что сегодня же был открыт бюст Алексея Береста в Ростовской области. Вы дарите скульптуры, бюсты героев России, памятные доски. И мы знаем, вы делаете это на собственные средства. С чем связано, скажем так, это меценатство? Мне своеобразный проект. Почему говорю своеобразный? Ну, немного необычный. Аллея российской славы. Не русской, российской. Потому что во имя государства российского многие и гибли, и лучшее, что в этом мире было, благодаря им. И здесь пришла идея лет 6 назад прославлять граждан, прославивших наше Отечество. Первого мы подарили Сергея Радонежского кадетскому корпусу города Москвы. За 6 лет нами установлено в 5 странах более 700 бюстов и скульптур. И я очень рад, что в вашей республике мы установили уже 5 бюстов, скульптур и памятных знаков. А какая команда с вами работает? Вы знаете, у меня, наверное, правда, хороший вопрос задали. У меня команда. У меня, вы знаете, когда мы только начинали, вот сидели девчонки в офисе, рассылку делали, что вот есть такие, которые дарят. Мы и любой, кто к нам не обратился, мы для школы, воинской части, кадетского корпуса, института, университета бюсты мы дарим. Постаменты нет, потому что мы просто экономически это не вытянем. Они могут или приобрести у нас, или же изготовить сами. Мы все равно бюсты дарим. Но самое ценное – это бюст. И мне именно помогала команда. Вы знаете, вот когда мы говорим о дружбе народов, вы знаете, у каждого народа, вот, у нас работают ребята разных национальностей. И я знаю, что если я попрошу, да, деньги важны, само собой мы платим зарплату, но самое главное – отношения. Они нужно будет сутки работать, будут работать и сутки, главное, чтобы поставленная задача была выполнена. Когда вы устанавливаете памятники, постаменты, вы привязываете это к каким-то событиям, каким-то датам. Например, Дикой конной дивизии исполнится 100 лет. Вы, наверное, видели памятник конной дивизии у нас на мемориале славы. Какие у вас впечатления? Был в парке славы. Я видел эту скульптурную композицию. Именно представители ингушского народа в атаке. Я видел лица эти вдохновленные. Я понимал, что вот эти воины сражались за государство наше общее, российское. Мне очень было приятно вообще посмотреть этот парк. Насколько спасибо вам за память об истории нашего Отечества, общего Отечества. А насчет того, что вы сказали, 200 лет, как войны с французами, как Россия победила войска Наполеона, мы изготовили 28 бюстов и скульптур героев войны 812 года. Михаил Леонидович, спасибо. Спасибо за подарок Ингушетии. Желаем вам удачи в вашей деятельности. Спасибо вам, благополучия и счастья ингушскому народу. Спасибо. Юбилей Малгобека был перенесен на 4 ноября, в том числе и потому, что именно тогда в России отмечают День народного единства. В республике сейчас живут представители разных национальностей. О жизни некоторых из них в материале Хади Адельбиевой. В конце 80-х семья Тухтасина Нуфарова, как и все турки-месхетинцы, была депортирована из южных и юго-западных районов Грузии. Вместе с родными Нуфаров оказался в Ингушетии. С родителями он осел в сельском поселении Вознесеновское, где жил около 20 лет. После чего по программе переселения ополозневиков получил коттедж в новом городке Малгобека. Мои соседи хорошие были, и так и хорошие. Мне трудностей не было. Вот так я скажу. Все было отлично. Все уважали нас, мы уважали. Вера одна,
История турко-месхетинцев выделяется даже на фоне других печальных историй депортированных народов. Они были отправлены в изгнание дважды, в 1944 и 1989 году, и до сих пор не вернулись на земли своих предков. Турко-месхетинская диаспора – одна из самых заметных на территории Ингушетии. В республике живет около 100 семей. Большинство из них занимается земледелием. В год они обрабатывают 300 гектаров земли и продают в нашей республике экологически чистые продукты. Здесь они вошли в наше положение, сочувствовали нашей боли, сказали, мы тоже такой же народ, как и турки-месхетинцы, такие же пострадавшие до сих пор. И эти люди нас сразу поняли, как говорится. Наши братья нас легко поняли. В Ингушетии также проживают и представители казачества. В свободное время они занимаются творчеством, поют казачьи песни. Эту песню на ингушском языке казачий хор начал петь совсем недавно. Учитывая, что он исполняет свои композиции уже почти 70 лет, репертуар их не стареет. Вот и сейчас они записывают очередную песню. Всего в составе хора 17 человек, и у большинства из них в хоре когда-то пели их мамы. На вопрос, не хотелось ли им когда-нибудь оставить хор и уехать из республики, отвечают все одинаково. Живя здесь, в республике, я ничего не могу сказать плохое о тех людях, с кем я живу. Соседи у меня все ингуши, чеченцы, мало есть. Работаю я в коллективе, где я одна русская. И никогда у меня даже язык не повернулся бы сказать, что ко мне плохо относятся. Наоборот, даже ко мне относятся лучше, чем ко всем остальным. Мы здесь родились, выросли, поэтому живем все вместе со всеми народами, которые здесь проживают. И дружно живем. Все соседи у нас есть и кистинцы, и грузины, и русские, и ингуши, и чеченцы. Мы все живем дружно. Казачий хор существует в Ингушетии с 1947 года. За это время они успели выступить не только на мероприятиях, проходящих в республике, но и на различных фестивалях по всей России. 4 ноября православные христиане в России отмечают еще один праздник – Казанской иконы Божьей Матери. Отметили его и в Карбулакском молельном доме, куда для совершения молитвы и исповеди пришли местные прихожане. Несмотря на отсутствие роскошного убранства, здесь проходят службы и прихожане собираются на праздники. День Казанской иконы Божьей Матери является напоминанием о милости и заступничестве Божьем. По преданию, именно она спасла Москву в 1612 году, освободив ее от польской интервенции. В этот день как раз было явление Казанской иконы Божьей Матери одному из людей, архиепископу, в то время греческому, Руси, матушке, что во сне матушка явилась и сказала, что победит все-таки правда и суд Божий отойдет от русской державы. В память о событиях, положивших конец смутному времени, теперь существует и государственный праздник – День народного единства. Хайди Адельбиева. Итоги недели. Выходцы из нашей республики живут в разных регионах России. О том, как складывается их жизнь в Кузбассе, нам рассказал полпред Ингушетии в Кемеровской области Бекмурза Тичуев. Бекмурза Ларсаевич, как складываются отношения местных жителей Кемеровской области с нашими земляками, которые уехали и живут там? Отношения в Кемеровской области, значит, с выходцем с республики Ингушетии, когда бы они туда не уехали, и старые жители ингуши, проживающие на этой территории, и сегодняшний, я бы сказал, нормальный, хороший, значит, и позиция губернатора здесь, конечно, имеет огромное значение. Здесь, конечно, и департамент по национальной политике Кемеровской области, мы с ним работаем, значит, наша община, ингушская община, работаем с ним в тесном контакте. И мы там, значит, проживаем, ингуши, значит, 1200 у нас там проживает, вот на постоянной основе, да, отношения нормальные, слава Богу. А если вдруг бывают какие-то не бывает конфликты, такое. как вы Знаете, решаете? Конфликты бывают, конечно. Вот где все сладко и гладко не бывает. Почему не бывает? Это в сказке такое может быть. У нас жизнь, где люди, там проблема не всегда есть. Но если говорить о межнациональных конфликтах, этого нету. И почему? Потому что большая, очень дружная, очень позитивная, да, община наша там. Ингушские общины, которые проживают в Сибирском уже федеральном округе, они на мероприятия, праздники национальные как-то
приезжают в Кемеровскую область или вы куда-то Обязательно. встречаетесь? Вот в этом плане, вот Сибирский федеральный округ, значит, Томская область, с которым мы общаемся плотно, Кемеровская область, Новосибирская область, Красноярский край, Иркутская область, Алтайский край. Вот это Сибирский федеральный округ, да. Вот в тесном контакте мы постоянно работаем. Значит, те праздники, даже вот мероприятия, которые, значит, не государственные, скажем, да, мы обязательно встречаемся, созваниваемся, значит, они приезжают к нам, мы едем туда. А свадьбы там, скажем, да, юбилеи какие-то там, обязательно. Собираемся и проводим эти мероприятия. Обязательно. Как отмечаете праздники? Так, как в Вот когда Ингушетии или там своя специфика? Нет, так же, как и Ингушетия, только мы всегда соблюдаем эти обычаи. Всегда, где бы мы ни были. В Томске ли мы, Кемерово ли мы находимся, в Москве ли мы находимся, в Китае ли мы находимся. Но мы свои обычаи никогда, ни при каких обстоятельствах, значит, не отталкиваем на задний план. Глава региона говорит, чтобы за студентами, которые учатся за пределами республики, всегда отслеживали их учебу, как они учатся, отчисляют ли их. Как у вас идет эта работа в Кемеровской области? Ну, глава региона Юнусбек Бурманкевич делает правильно. Это наши студенты, это наши люди. Мы обязаны, это кровно наша обязанность, следить, смотреть, какие у них проблемы, что они делают, как они учатся. Мы регулярно встречаемся с студентами. Вот базовое у нас учебное заведение в Кемеровской области, да, это Кемеровская медицинская академия, где обучается около 20, на сегодняшний момент, около 20 студентов, выходцев с Республики Ингушетия. Вот. Мы отслеживаем, как, естественно, там закрепленные люди у нас специально. Ну, а мы, более того, проводим встречи с ними. И я всегда говорю, и сейчас, и на этот раз сказал, дорогие ребята, уважаемые преподаватели, нам дутые дипломы не нужны сегодня. Нам нужны знания. А как ребята, которые проходят военную службу в Кемеровской Военную области? службу. У нас один гарнизон в Кемеровской области, Юргинский военный гарнизон, большой гарнизон. Там служат на сегодняшний день на контрактной основе 4 человека, да, и, по-моему, 5 или 4 срочных служб. Мы туда посещаем его. И мы встречались, значит, с генерал-майором Шикайтисом, Артур Ионосовичем, генералом. Там был небольшой такой, значит, я бы не сказал скандал, но вот такой нюанс. И мы мгновенно туда выехали, я с ним назначил встречу с командиром, и эту ситуацию развели. Ребята наши служат молодцы, надо должно отдать им, значит, спортсмены. Значит, те нормативы, которые у них воинские, значит, установлены, я спрашивал, они их выполняют, значит, четко. Вот они выезжали недавно вот на эти мероприятия, как называемые у них военные мероприятия, зона выживания и зона выживания называлась. Вот наши ребята, которые там служат, Костоевы, там, значит, парни, братья, значит, первое место заняли. Прошел 21 год с тех пор, как произошел конфликт. Вы были участником на траурном митинге. Какие взаимоотношения между Осетией и Ингушетией на сегодняшний день, на ваш взгляд? Я считаю, что это отношение налаживается. Вот я смотрю усилия, значит, Юнусбека нашего Баматкиревича, значит, усилия и стороны Осетии, и молодежной нашей организации. Уже я слышу, в неделю здесь нахожусь, уже, значит, позитивные изменения. Вот эти изменения надо, значит, больше расширять, значит, развивать их надо, чтобы вот стерлось вот это. Сразу, значит, все не уберется, конечно, воспоминания остаются. Значит, это тяжелый конфликт был. Вот здесь надо работать, опять же. Работают люди, я чувствую, я вижу, значит, что и в особенности обмен делегациями надо. Вот надо все-таки экономическое сотрудничество. Значит, в сфере экономики, социальная сфера, спорт, культура. Здесь надо побольше. Побольше надо поработать, значит, здесь. Я думаю, наладится все у нас. Далде алдолдай. Далиман беркат миеш долдуин. Я хочу сказать слова вот такие. Пусть крепнут, пусть процветают наши народы. Это не громкие слова. Правда, от этих слов все отвыкли. Пусть крепнет, процветает наша великая
многонациональная Россия. Вот я вспоминаю слова, сказанные нашим политическим, я бы сказал, общественным деятелем Хамхоем Султана. Помните, на съезде? Он сказал, я напомню вам, что идеал души – берегите республику. Берегите республику. Вот лейтмотивом всех наших встреч, всех наших собраний, форумов, ингушских форумов, должна быть вот это лежать. Хотя бы в сознании у каждого из нас. Похищение невест теперь стало накладным. Виновному в умыкании незасватанной девушки придется заплатить 200 тысяч рублей, а его сообщникам по 100 тысяч. Штраф за похищение засватанной девушки остается прежним – 300 тысяч. Решение об этом было принято на исламской конференции, которая прошла в Назране. Поводом для этого стала недавняя перестрелка, в которой погибли 3 человека. Подробности у Магомеда Асканова. Проблема похищения невест в Ингушетии встала настолько остро, что решили провести очередную исламскую конференцию. Здесь, в Назране, съехались имамы и представители всех общин, почти 1000 человек. Обсуждаемый вопрос давно волнует мусульманскую общественность региона. В своих выступлениях участники конференции осуждали все действия, посягающие на права человека, его честь и достоинство. 2 группировки поехали похищать. Девушка выходит с учебного заведения, ее закидывают в машину, эта машина едет, вторая группировка едет отбивать эту девушку. 4-5 машин между собой бьются, это на глазах у всех людей, все это видят. Ну как, вы что, вообще правильно это или нет? В исламе похищение – тяжкий грех. Девушку не то что красть, пальцем трогать нельзя. И это главный довод всех, кто выступает за полный запрет умыкания невест. خوادیان سکلی از ایگر سنادیان عددی ایشون و مخبت ایشون از چوادیان ایش بخبر مو بخبر. Древние обычаи порождают множество проблем, считает духовенство республики. Последней каплей стал недавний инцидент в Назране, где погибли 3 жителей республики. Поводом для ссоры, а затем и перестрелки стало как раз похищение девушки. Любое противоправное перемещение человека в пространстве, вопреки его воле, независимо от того, является ли это женщина, мужчина, действующее законодательство квалифицирует как статью 126 Уголовного кодекса Российской Федерации «Похищение человека». При этом удивительное явление, что если один человек похищает второго человека, вопреки его воле, законодатель сразу же определяет наказание до 5 лет лишения свободы. Имамы, старейшины, депутаты, правозащитники после 5-часового обсуждения пришли к общему решению. Самый обсуждаемый вопрос на встрече – как наказывать похитителя. Предложения разные, вплоть до того, чтобы запретить друзьям и родственникам ходить к провинившемуся в гости и даже на похороны. По ингушским обычаям это едва ли не высшая мера неуважения к человеку. В конце концов пришли к тому, что надо штрафовать. Похититель должен будет выплатить 200 тысяч рублей, а его сообщники – по 100 тысяч. Как будет реализовываться? Всеми доступными средствами и мерами. В том числе мы знаем, что основная проблема – это отсутствие заявлений родственников, похищенной девушки. В этом была проблема, что мы не в состоянии органов правопорядка работать в этом направлении. Но будем шаг придумать различные механизмы. Вчера и с прокурором был разговор, сегодня и с Верховным судьей был разговор, с представителем Верховного суда Республики Ингушетия разговор, с депутатами. Будем искать механизмы. Есть целый комплекс мер, по которым мы будем реализовывать те договоренности, которые сегодня мы достигли на этой конференции. С тем, что старинный обычай должен остаться в прошлом, солидарны и многие жители Ингушетии. Тем более, что некоторые крадут девушек на спор или кому-то на зло. Многие хотели школу начать украсть девушку, но сейчас по штрафу они говорят, только крадут.
Даже в планах у меня никогда не было, чтобы вот таким путем жениться. То есть украсть девушку и потом на ней жениться. Поэтому я со всем, что сегодня обсуждалось на конференции, я с этим совсем согласен. В зале звучали и мнения о том, что нередко невест крадут те, у кого нет средств на большие расходы на свадьбу. Юнусбек Евкуров в своем выступлении пообещал трудоустроить молодых ребят, изъявивших желание завести семью. Также министерством и ведомством поручено разработать план профилактических мер. В муфтияте Ингушетии уверены, что штраф за умыкание невесты в 200 тысяч рублей будет эффективной мерой, так как принятие еще полгода назад штрафа за кражу засватанных невест показало, что материальная ответственность зачастую действует лучше, чем проповедь. А полученные от нарушителей деньги будут направляться на социальные и материальные нужды населения. Магомед Асканов, Муса Хамхоев. Итоги недели. Сейчас коротко о других событиях субботы. В Республиканском реабилитационном центре прошел субботник. Работники Министерства труда, занятости и социального развития убрали везде, начиная от палат и заканчивая бассейном. Вернулись победители Всемирного форума боевых искусств, который проходил в итальянском Тоскане. Двое спортсменов из Ингушетии завоевали чемпионские титулы. Абубашир Измайлов стал первым по комбат-самообороне, а Акрамат Гайсанов получил звание чемпиона мира К1. Дети-сироты, которые отдыхали в санаториях в Сочи, вернулись домой. Всего они провели там около 2 недель. Поездка была организована Министерством здравоохранения для поддержки детей из малоимущих семей и детей-сирот. В Доме культуры Карабулака прошло праздничное мероприятие, приуроченное к предстоящему Дню полиции. В нем участвовал детский ансамбль «Таргим». Ребята исполнили для зрителей зажигательные национальные танцы. «10 ноября сотрудники органов внутренних дел России отметят профессиональный праздник. В канун этого события в Магасе прошло торжественное мероприятие. Солисты Государственной филармонии подготовили для собравшихся музыкальный подарок и концерт – зажигательную лезгинку. Также наградили руководителей и сотрудников органов внутренних дел, добившихся наиболее высоких результатов служебной деятельности. Среди награжденных также следователи, сотрудники спецназа, уголовного розыска, вневедомственной охраны и другие. К ордену за мужество представлен и начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Руслан Аздоев. 4 года назад, будучи оперативным сотрудником, он накрыл своим телом гранату, брошенную в толпу. Ася Веджижева встретилась с героем. Руслан Аздоев проявил настоящий героизм при выполнении своего служебного долга. Вечером 31 декабря 2009 года личный состав РОВД по Сунжскому району нес службу согласно распорядку дня. В тот день охрану общественного порядка обеспечивали оперативные сотрудники, старшим из которых был Руслан. Около 5 вечера поступило сообщение о том, что в Орджоникидзевском на площади, где отмечали Новый год, кто-то бросил неизвестный предмет в толпу рядом с елкой. Аздоев понял, что это граната, и накрыл ее своим телом. Оперативникам же приказал быстро увести с площади людей. В этот момент, как я себя повел, как это все происходило, я вообще объяснить не могу никак. Это все вот внезапно, доли секунды были. То есть практически думать над этим, какое тебе решение принять, у тебя вообще времени не было над этим думать. Одна мысль была в голове, все, жизнь пролетела. После того, как люди покинули площадь, сотрудники РОВД накинули на гранату бронежилеты и вызвали саперов, которые обезвредили ее. Никто не пострадал. Приехавшие саперы сказали, что это счастливчик. Почему? Потому что
из десятков тысяч случаев это редкий такой случай, когда игла задержалась и граната не взорвалась. Раздоево заслуживает поощрения. На площади было много людей, в том числе женщины и дети. Руслан, не задумываясь о своей жизни, совершил самоотверженный поступок и спас множество жизней. Ася Витижева, Магомед Дидиков. Итоги недели. А в пятницу вспоминали сотрудников МВД, погибших при исполнении служебного долга. В Магасе около 300 человек собрались почтить память погибших коллег и родных. Мадина Пугоева продолжит. Минута молчания в память о сотрудниках, погибших при исполнении служебных обязанностей. 400 человек только за последние 20 лет. Многие из них жертвы террористических актов. Дома их ждали родители, дети, жены, братья и сестры. Сегодня все они собрались здесь, чтобы почтить память близких. Среди сотен фамилий каждый ищет родную. Найти получается не сразу, мешают слезы. Мы помним людей, которые отдали свои жизни за спокойствие, за порядок и безопасность жителей республики и в целом России. На этой площади 258 человек, не считая самих сотрудников. Такие встречи, по их мнению, помогают смягчить боль утраты. Моральную и материальную поддержку им оказывает руководство республики. Слова скорби собравшимся выразил председатель правительства Абубакар Мальсагов. Невозможно найти слова утешения родным и близким, потерявших любимого человека, отца, сына, брата, сестру, мужа. Они отдали свою жизнь не зря. Их подвиг заслуживает внимания, преклонения и благодарности. Это было словно вчера, рассказывает Роза Гадабошева, хотя с того страшного дня, когда она узнала о смерти мужа, прошло уже 15 лет. Его фотографии среди многих других теперь на доске памяти. Таких, как она, здесь много, рассказывает Роза. Всех их объединяет общее горе. Конечно, память важна, потому что эти люди отдали свои жизни за нашу республику, за жизнь спокойную в республике, за правопорядок. И если их забудут, если о них не будут вспоминать, так зачем вообще они жили? Для родственников погибших провели небольшую экскурсию по музею славы, а после их пригласили на торжественный обед. К ним присоединился Юнусбек Евкуров, который также отметил, что подвиги погибших сотрудников вечно останутся в памяти народа. Спасибо за наших ребят, которые, выполняя свой долг, положили свои жизни, и благодаря которым сегодня республика развивается. Каждый год ряды полиции пополняются новыми кадрами. И на этой площади новичков немало. Они готовы служить Родине так, как это делали те, кому сегодня отдают дань памяти. Мадина Пугоева, Сурхо Кусиев. Итоги. Ну и напоследок о странном заявлении депутата Госдумы «Справедливого Роса» Олега Нилова. Он предложил отменить на Северном Кавказе футбол и заменить его другой игрой, например, регби. Это, по его мнению, поможет избежать столкновений болельщиков. Впрочем, футбольные эксперты отнеслись к заявлению депутата скептически. Отменить футбол на Кавказе – это поможет решению проблемы столкновений фанатов и хулиганских выходок. Именно так считает замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов. Но прежде чем продолжить эту тему, давайте вернемся на другие футбольные поля России. Недавний инцидент во время матча 20-го тура футбольной национальной лиги с участием Ангушта и Алании стал некой последней каплей в чаше терпения Олега Нилова. Впрочем, эксперты отмечают, столкновение болельщиков происходит повсеместно. Вспомнить хотя бы недавнюю драку фанатов московских армейцев и «Динамо» в Химках. Почему именно на Северном Кавказе, если очаги напряжения бывают, в принципе, во всех городах, где существует футбол? В частности, мы не забудем инцидент, случившийся не так давно на стадионе в Химках, когда в голкипера сборной России московского «Динамо» был брошен фаер, который повредил человеку зрение. Продолжая тему футбольных баталий за пределами полей и стадионов, вспомним фанатов московского «Спартака» и питерского «Зенита». В их драках страдают не только сами болельщики, но и сотрудники правопорядка. Но даже если заявление имело бы под собой основу, юридически оно обречено.
Я не понимаю, как можно ввести закон, который в отдельных регионах запретит футбол по причине его взрывоопасности. Это Российская Федерация. У нас единые законы. Это Министерство спорта, которое курирует игру в футбол. И, опять же, есть общественная организация под названием Российский футбольный союз. Есть, с другой стороны, ФНЛ-лига, которая выступает организатором соревнований. Футболу на Кавказе быть, тем более климатические условия юга России идеально подходят для содержания футбольных газонов. Да и игра эта уже давно стала больше, чем спорт. Бекхан Хашигульгов, Амир Цичеев. Итоги. Ну и напомню, в воскресенье в рамках 23-го тура футбольной национальной лиги «Ангушт» играет с командой из Владивостока «Луч Энергия». Матч состоится на стадионе «Динамо» Владивостока. Такими были новости на этой неделе. С вами была Танзила Цурова. Увидимся в следующую субботу. Удачи вам!